Здравствуйте! Вы смотрите «Вестник Русского географического общества» и я его ведущий Рустам Сиразетдинов. В Уфе прошло заседание Совета Башкирского регионального отделения РГО. На заседании члены Совета обсудили выполнение плана работы отделения за 2019 год и сформировали проект плана основных мероприятий на 2020. С отчетом о проделанной работе на Совете выступила исполнительный директор регионального отделения Рима Галеева. Председатель Башкирского отделения Русского географического общества Салават Сагитов выступил с предложением создать новую этнографическую комиссию, задачей которой будет организация этнографических фестивалей, реализация просветительских проектов, научно-исследовательская и издательская деятельность в области этнографии. Комиссия по развитию внутреннего туризма. Жандар Челыник, председатель комиссии, Рима Талховна Галеева, Олег Евгеньевич Гадаев, Олег Геннадьевич Лукьянов, Михаил Сергеевич Грачев и Евгений Антонович Банников. Еще какие предложения? Члены Совета проголосовали за принятие в Русское географическое общество новых действительных членов. Член Совета Александр Волков отметил, что многих желающих войти в РГО, особенно учителей географии, сдерживает финансовый фактор – вступительный взнос. Он предложил в качестве поощрения активистов РГО оплачивать их вступление в общество за счет средств регионального отделения. Это предложение было принято всеми участниками Совета. Что касается планов отделения на следующий год, в них немало новых интересных проектов и мероприятий. В 2020 году планируется экспедиция на Курильские острова, где сформированные в Башкирии военные подразделения принимали участие в военных действиях против японских милитаристов. Также запланированы высокогорная экспедиция на Тяньшань и в Киргизию. На территории республики пройдет снегоходная экспедиция по геопарку Таратау. Традиционно Башкирское региональное отделение РГО проведет республиканский слет учителей географии, продолжит проекты «Уральский барс», «Башкирская кругосветка». Главным событием 2020 года должен стать фестиваль, посвященный 175-летию Русского географического общества и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Во время заседания Совета председатель Башкирского отделения РГО Салават Сагитов вручил члену Совета, директору НИИ БЖД, доктору геолого-минералогических наук Ларисе Билан благодарственное письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. В Уфе, в Национальном музее Республики Башкортостан, открылась большая фотовыставка, посвященная деятельности Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя Урала Султанова. Организатором выставки выступило региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан. Школа уже 8 лет собирает в летние месяцы одаренных школьников со всех уголков России в деревне Калиновка в Далекановском районе. Победители олимпиад, ребята, увлеченные космонавтикой, аэродинамикой, авиацией, астрономией и физикой, во время пребывания в школе общаются с героями Советского Союза и России, космонавтами, летчиками-испытателями, авиаконструкторами, с учеными, внесшими большой вклад в развитие авиации и космонавтики страны. Открывая выставку, президент Международной аэрокосмической школы, первый заместитель председателя Башкирского регионального отделения РГО Вячеслав Аброщенко отметил, что за годы существования школы огромный вклад в ее развитие внесли настоящие энтузиасты, волонтеры, которые и собрались сегодня на этой выставке. Руководитель пилотажной группы Сергей Минигулов в своем выступлении подчеркнул, малая авиация Башкортостана помогала и всегда будет помогать школе. В этом году пилотажная группа выступила 49 раз за сезон, а сезон это 4 месяца. Вот считайте, сколько мы летаем. Мы поддерживали, мы будем поддерживать аэрокосмическую школу своими выступлениями. От имени Федерации парашютного спорта Республики ее президент Гайрат Манаев вручил Вячеславу Аброщенко для музея школы уникальную фотографию. Хотел бы подарить Международной аэрокосмической школе такую фотографию. Это рекорд, 18 человек, формация сборной Республики Башкортостан. Еще вытяжной парашютик подарить и так далее, укомплектовать полностью, чтобы парашют был укомплектован и запасным, и основным, и шлемом, и выстомером. То есть у нас такая задача стоит. Спасибо. Сергей Георгиевич, ты чувствуешь, да? И маленький самолет небольшой. У Международной аэрокосмической школы немало друзей. Это и коллективы Уфимского государственного авиационно-технического университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, ученые, политики, экологи. Наконец, это и космонавты, и летчики-испытатели, и авиаконструкторы. Этим людям и посвящена фотовыставка. Учня, нашими учня, любознательными,
В лицее номер 161 города Уфы прошел отборочный этап открытого чемпионата по играм «Что, где, когда» среди школьников Демского района столицы. Цель нового проекта Русского географического общества – популяризация географических знаний в школе и продолжение лучших традиций интеллектуальных конкурсов в области географии. Здесь проходит региональный этап Всероссийской игры «Что, где, когда». Принимают участие 9 команд. Это команды от школ Демского района. Игра посвящена географии, и ребята там будут задаваться вопросы, которые покажут, насколько они хорошо знают географию. В числе участников федерального проекта представители 14 регионов: Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская области, Пермский край, Самарская область и другие. В составе команд были учащиеся 8-11 классов, а вопросы на конкурсе звучали очень даже непростые. Оно у человека служит для так называемой сейсмической коммуникации. Назовите его двумя словами. Время. Чемпионат проводится в 2 этапа – отборочный и финальный. Каждый регион проводит отборочный этап. Команда, занявшая первое место в регионе, выходит в финал. Все 14 команд финалистов отправятся в ноябре в Ульяновск, где в Ульяновском государственном педагогическом университете пройдет финал чемпионата. Победителей и финалистов ждут географические призы. Команда-победитель поедет в экскурсионный тур в Санкт-Петербург с посещением штаб-квартиры Русского географического общества. Команды, занявшие 2 и 3 место, получат памятные подарки от РГО. Поединок же демских школьников состоялся между 9 командами. Ребята ответили на сложные вопросы по географической тематике. В составе жюри были представители исполнительной дирекции регионального отделения РГО, преподаватели и заслуженные учителя республики. К другим темам. Недавно в Москве в рамках 4-го фестиваля Русского географического общества прошел круглый стол, посвященный развитию туризма. Его организовало для башкирских и московских туроператоров правительство Москвы. Республика Башкортостан и Москва. Креативные маркетинговые стратегии формирования встречных потоков. Эту тему обсудили участники встречи. Возможности столицы представила участникам совещания заместитель председателя комитета по туризму города Москвы Татьяна Шершавицкая. От Башкортостана выступили глава администрации Глинского района Николай Самойленко, представитель санатория Ингантау Айрат Галеев и исполнительный директор башкирского отделения Русского географического общества Рима Галеева. В республике наш интерес очень большой со стороны туристов, туроператоров. Республику нашу знают, интересуются и хотят побывать. Но, к сожалению, наша делегация очень, скажем так, скудно была представлена. С госкомитета нашего никаких специалистов никого не было. И, к сожалению, и туроператоры почему-то приглашенные не приехали. И получилось, что у нас реальный проект, это первый геопарк в России, Янгантау был представлен Галеевым Айратом. Эта презентация была хорошая. И общественная, хотя мы организация общественного Русского географического общества, наши проекты по развитию туризма. Это Уральский барс, Башкирская кругосветка и подземное царство Башкортостана. Мы презентовали 3 наших проекта, очень заинтересованы. Конечно, у них интерес большой, но у туроператоров конкретный вопрос. Где останавливаться, на каком транспорте транспорт должен организовываться, значит, и конкретно с какими туроператорами можно взаимодействовать. К сожалению, наша республика не смогла вот на эти вопросы ответить, что конкретики не было, механизмы взаимодействия не предусмотрены. А хотя вот Москва, они очень хорошо свои достопримечательности и презентовали, и условия высказали, и интерес проявили. В общем, считаю, что, конечно, надо было лучше подготовиться, потому что такой потенциал, как город Москва, где идет турпоток 65 миллионов в год, это огромный турпоток. И они готовы вот этот турпоток направить в Республику Башкортостан, но лишь бы мы были к этому готовы.
Башкирское отделение Русского географического общества приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Живая природа Башкортостана». До окончания приема работ осталось не так много времени. 15 октября жюри начнет рассмотрение конкурсных фотографий. Участвовать в конкурсе могут дети, взрослые, профессиональные фотографы и любители. Фотоработы, предоставляемые на конкурс, участники самостоятельно размещают на сайте регионального отделения в разделе «Фотогалерея». Номинации конкурса «Панорама Родины», «Позируют животные», «Медовый край», «Вековые традиции», «Горы, вершины и скалы», в кадре «Природный парк Зелим». Также в этом году появилась новая номинация «Эти удивительные деревья». А сейчас я приглашаю вас в путешествие за полярный круг на Кольский полуостров. Вас ждут увлекательные приключения на дне Баренцева моря, в Териберке и на территории Лапландского биосферного заповедника. До встречи в следующую пятницу. Жду ваших откликов и предложений на сайте Башкирского отделения Русского географического общества rgo-rb.ru, а также в группе «Моя планета Башкортостан» в Фейсбуке. До свидания. Меня всегда привлекали северные моря. Во время работы на Чукотке я впервые оценил их необычайную прелесть и с тех пор заболел ими. Море Лаптевых, Чукотское море, Восточно-Сибирское, Берингов пролив. Они очень красивые, но красота эта скоротечна. С уходом недлинного лета ее покрывает ледяной панцирь. Однако есть и незамерзающие северные моря. Одно из них – Баренцево. Оно омывает берега России и Норвегии. Из-за влияния североатлантического течения юго-западная часть моря не замерзает. 2 года я вынашивал идею совершить экспедицию на Баренцево море. Наконец это удалось. В Москве на фестивале «Золотой дельфин» я познакомился с мурманскими дайверами. Вышел на туристическую компанию «Кола Discovery», которая пригласила меня на Кольский полуостров и любезно согласилась принять нашу экспедицию. Мы, наконец, в Мурманске. Раннее утро. В аэропорту садимся в полноприводный микроавтобус и берем курс на село Териберка. Там, в прибрежных водах Баренцева моря, нам предстоит несколько погружений с берега и с борта катера для подводных съемок обитателей северных вод. Прежде всего, камчатского краба, акклиматизированного в Баренцевом море, морского ежа и гребешка. Териберку нас сопровождает Игорь Киселев, местный дайвер, профессиональный сборщик морского ежа и гребешка. Человек, благодаря которому и удалась наша экспедиция на Кольский полуостров. Игорь, ну что, какие планы у нас на сегодня? Ну, сейчас, в общем, Снаряжение мы, в общем-то, собрали. сейчас одеваем. Приезжает человек териберский, местный, ведет нас, значит, на место, руководит этим, куда едем. Одеваемся здесь и едем туда, погружаемся. Ну, Попробуем, да, а там дальше уже на месте определимся. Да, все. Териберка – не основная база для дайвинга и морской рыбалки у компании Кола Discovery. Главный находится в Лиино-Хамаре. Там же причален 15-метровый катер, способный взять на борт до 10 дайверов. Олег Жирнов, владелец турфирмы и известный мурманский бизнесмен, обещал свозить нас в Лиино-Хамаре на следующий год. По его словам, места там намного краше. Тем не менее, нас потрясла и Териберка. Уже в конце 19 века здесь был довольно развитый населенный пункт. Имелись церковь, маяк, гидрометеостанция. Кстати, первая на Мурманском берегу. В начале 20 века норвежцы активно занимались здесь акульим и тресковым промыслом. У них была в Териберке своя фактория и магазин. Пик своего развития Териберка достигла в 40-х, 60-х годах прошлого столетия. Она даже стала районным центром. Но когда район перенесли в Североморск и появились крупнотоннажные суда, которые вели промысел в океане, прибрежный промысел потерял значение. Постепенно Териберка пришла в упадок. Здесь остался пограничный пост. И в порту мы даже обнаружили батискаф. Костюмы для дайвинга бывают разные. Бывают мокрые, бывают сухие, бывают охотничьи. Но поверьте, самый лучший костюм в мире – это личный батискаф. И хотя местные индустриальные пейзажи довольно унылые, сюда часто приезжают туристы, причем издалека. Люди приезжают на машинах, ставят палатки. Не, ну на машинах это приезжают местные. Нет. Из Москвы приезжают, из Питера. Теперь к многочисленному списку прибавилась и наша родная Уфа. Причем мы не просто туристы, а дайверы. И сейчас будем измерять дно Баренцева моря. Ну что ж, вот мы и на берегу Баренцева моря. И сегодня у нас первое погружение чек-дайв.
Баренц-Хавет, это по-норвежски, до 1853 года называлось Мурманским морем. В 1853 году море было названо Баренцевым в честь голландского мореплавателя Вильяма Баренца. Оно богато различными видами рыб, био- и зоопланктоном. В промысловом отношении наиболее важны треска, пикша, сельдь, морской окунь, зубатка, камбала и палтус. По дну всей акватории моря водятся морские ежи, звезды, двухстворчатые моллюски. Поэтому Баренцево море является районом интенсивного рыбного промысла. Во всем этом мы убедились воочию, едва успели окунуться в прохладные воды Баренцева. Мне очень понравилось. Чистая вода, прозрачная, хорошие глубины. То есть я в концу уже разнырялся где-то метров до 15, до 20. Уходил до 15 метров? Да. Я же говорю, я вижу краба, ныряю, но я не догруженный, я много трачу на то, чтобы пройти, условно говоря, первые 10 метров. Я 10 метров прохожу, вроде все, пошла отрицательная плавучесть, но мне уже воздуха не хватает. Если бы мне еще 4 килограмма грузов, я спокойненько, потихоньку мог бы опуститься его. Сначала было тяжело продуваться, но потом нормально все. Да, ради того, чтобы увидеть это, стоило пролететь через полстраны. Когда мы вышли из моря на берег, эмоции перехлестывали все остальные чувства. Вот это путешествие, вот это экстрим. На глубине 15-20 метров нам даже удалось наткнуться на рэк, затопленный морской катер. Местный моряк Андрей Зубов рассказал нам об этой истории. Резали металлолом и просто кинстом не успели закрыть. И все. Но больше всего в Териберке нас потрясла ловля краба и сбор морепродуктов. Первая удачная перевозка крабов с Дальнего Востока в Баренцево море произошла в 60-м году. Основной завоз проходил в 61-69 годах. Причем большую часть крабов в Мурманск доставили авиатранспортом. В 77-78 годах прошлого столетия еще 1200 крабов были привезены сюда по железной дороге. Сейчас численность крабов в Баренцевом море быстро растет. О, красавец! Красавец. Еще 6 лет назад она достигала не менее 100 миллионов особей. Будучи всеядным хищником, дальневосточный краб уничтожает местные виды ракообразных морских ежей, моллюсков. Это вызывает определенную тревогу. Поэтому в феврале 2010 года Федеральное агентство по рыболовству сняло запрет на добычу краба. В начале 60-х, еще при советской власти, с Дальнего Востока сюда, в Мурманск, на Кольский полуостров, вернее, на Баренцево море, привезли дальневосточных крабов. Они здесь прекрасно ужились, размножились, и сегодня их ловят и готовят прекрасные деликатесы. Впрочем, кроме десятиногого монстра, достигающего в диаметре от кончика одной клешни до кончика другой почти метра, в Баренцевом немало и других морских обитателей, являющихся настоящими деликатесами, которые способны украсить стол самого изысканного европейского ресторана. Например, гребешки, двухстворчатые моллюски. Они не менее популярны, чем устрицы или северные морские ежи. И то, и другое мы насобирали на дне Баренцева в достатке. А когда начали есть, вообще почувствовали себя богами викингов. Наверное, только в Вальхалле можно испытать такое наслаждение. А вот это вот миг гурмана. Икра гребешка. Второй день нашего пребывания в Териберке. Сегодня мы на катере Андрея Зубова, который, кстати, он построил своими руками, едем на губу Орловка. Куда плывем? Губа Орловка. Сейчас вновь будем нырять за морепродуктами. Баренцево нервничает, за бортом небольшая волна. Находим бухточку поспокойнее, и Андрей бросает якорь. В охотничьем 10-миллиметровом костюме на задержке дыхания первым ныряет Владимир Рязанцев. За ним в воду идет Алексей Ашмарин. А на корме штормят два желто-голубых флага – башкирского спутникового телевидения и телепроекта «7 жемчужин». Ну и триколор, естественно. Мы находимся в непосредственной близости от нейтральных с Норвегией вод. Перед выходом в море на пограничном посту переписали наши паспорта. Мало того, Андрей заполнил специальную форму, в которой мы вчетвером значимся как матросы его катера. При возвращении в Териберку нас будут считать по головам. Если одной не хватит, пограничники голову снесут Андрею. Кстати, кроме рыбы, Андрей гарантирует здесь обилие ягод и грибов. Посмотрим.
По дороге на Орловскую губу встречаем аборигена. Тюлень метрах в 30 от нас обныривает свою территорию. Может кормится, а может просто резвится. Между тем волнение все усиливается. Море начинает штормить. Открытое море, поэтому открытая волна. С открытого моря волна идет. Ну вот у кого-то и появились определенные чувства. Чувствую приближение. Подводная охота. Вот мы и приплыли к Орловке. Прыгаем с катера на моторную лодку, и наш водолазный десант высаживается на берегу в устье Орловки. Андрей дает нам ориентировку. Увидите водопад, там яма, в ней и стоит форель. Мы остаемся на берегу, а Андрей уплывает к своему катеру. Кто-то теряет, кто-то находит. Таких находок у нас было очень много. Ну вот и водопад, про который упоминал Андрей. До того, как его увидеть, мы его услышали. Водопад хоть и небольшой, но вода вокруг тебя бурлит, словно ты в Ниагаре. А вот и семушка. Ей, в отличие от нас, совершенно наплевать на турбулентность воды вокруг. Она в родной стихии. У Володи проснулся охотничий инстинкт. Надо взять эту рыбу. Мы столько километров пролетели для этого. Признаюсь, попыток было несколько, даже больше, чем следовало. Тем не менее, вау, Володя сделал это. Наш первый орловский трофей. Мы сегодня подстрелили северную семушку. Это первый наш добытый трофей на севере. Впрочем, не давал фору водолазам и наш спиннингист Рафаэль Янгиров. По крайней мере, тоже взял форельку. Глядя на его успех, решил закинуть в спиннинг и я. Кстати, не обманул нас Андрей и по поводу грибов-ягод. Пока шли по тундре, просто удивлялись изобилию суровой северной земли. Брусника, голубика, вороника. Под ногами словно какой-то маг рассыпал разноцветное конфетти. Ну вот мы и вновь на катере Андрея под сенью наших флагов. Усталые, но довольные, мы вернулись на наш корабль. Наша экспедиция смогла ощутить все прелести северной рыбалки и охоты. Заканчивается наша северная Одиссея. С базы Вува в ночь мы тронемся на нашем вездесущем микроавтобусе на Мурманск. И далее самолетом в Питер. Немножко грустно расставаться с этим гостеприимным местом и с этими открытыми добрыми людьми. Но и домой тоже хочется. К своим близким, на родину. До свидания, Мурманск. До свидания, Кольский.